Выгрузили нас у Джастазгане, у Кенгири тогда он назывался. Этот лагерь основан был только в 48 году, а нас привезли в 49-м, там, в 50-м. Вот. Ну что, голая степь, зима, стюжа, проволока, и нигде ничего нема. Открываются ворота, нас запускают. Коло ворот стоять уже те, которые ранее прибыли, и выкрикивают, кто от Беларуси, кто с Литвы, кто там, от каждый шукая земляков. Вот таким чином и гуртовались по землячеству. Латыши себе, литовцы до литовцев, мы до диких белорусов. Ну вот так знакомства завязывались. Ну, тяжко. Ну, первый раз пошли в столовую. Я уже казала про это. Столы деревянные, с досок. И помеж досками вот такие воровки, нещильные. И лежать куча рыбы. Из этой рыбы течет жижа. И это треба есть. То есть она протухлая, да? Ну, конечно. Ну, як есть. Мы, те, которые, вот Женя Шостак, вот картоном Надымцы, она ранее меня была, там другие ранее были. Ну, а я про себя скажу, я надто плакала, я боялась до этой рыбы. Ну, лепей ничего не есть не буду. А Женя Сети кажет, ты что, Ира, да она ж смачная, это с виду такое, и она добрая. Да, на тебе кусочек хлеба, и ты, каже, ложи на хлеб и ешь, это надто добрая рыба. И от своей пайки сама голодала, а мне отдирала скориночку, копья от голоду не сдохла, копья этой рыбы поела. Но я привыкла до этой рыбы, ела тогда уже, добро было. Знаете что, я вам скажу, смейтесь и не смейтесь, но Бог есть на свете. Давал здоровье. Откуда оно могло быть, это здоровье? И когда я была в лагере, и вызывали нас, ну, мы все раз на год, 2 раза на год, на комиссию, кто годный к праце, а кто негодный глядели. У меня червоная морда была, и я была здоровая, и только я на порог Волкова первая выходила. Я вот такая была здоровая. У Кенгири нас их привезли, переписка заборонена была, 1 письмо в год, и ни одной посылки. Тогда 1 посылку в год и 2 письма в год. Это при Сталине было. Письмо это шаблонное, вот такие вот листочки. Я здорова, живу хорошо, я работаю, то такое все, цензуру проходила. А тут письма так само отримовывали з волі, но эти письма под цензурой были. Что не треба, замазанное было. Посылки, ну что, когда приходили, ну так само это ограниченный вес был. Ну, не сяду ж я одна есть, коли я отримаю цибулі там, чи еще что-то. И мы, вот як я казала спочатку, что белорусы кучками были все, так нет, вот так вот один с одним и делились усім. Ага, вон кажуть, о, Зоня в больницу попала. Ну, так мы что, каждый от себе нечто отрывая, неси в больницу. А сколько у вас вот было такая вот этой гурту? Вы знаете что, такого организованного гурта, як такого не было. Потому что мы были все у разных бригадах. Я, например, имела срок 25, это была другая бригада. Кто имел 10, еще другая бригада. Были малолетки, еще бригада. У зоне бараки так само были поделенные. Там, например, инвалиды жили вот у этом бараку. Мамки кормящие, которые с детьми побрали которых, у этом бараку. Кто на 10 год тут. Каторжане у этом бараку. 25-годники еще. Барак каторжан у лагере еще в одном лагере был. Еще одной стеной. 25-годники так само у лагере, но еще один лагерь был над ними. Когда я была в одной бригаде,
дык я ў брыгадзе са сваімі беларускамі дзялілася. Вы ў другой брыгадзе вы са сваімі дзяліліся. Но калі хто з беларусак попадаў у больницу, ну дык тады ўжо мы гаварылі, перадавалі адна адной вон, і на ў больніцы, там дзе і дрэнна. Тады ўжо ўсе разам складаліся і аддавалі часть сваіх харчоў. Ну што можна было аддаць? Ну той хлеб, што получили, кусочек от яго дарваць. Давалі нам цукар, такі вот напёрстак. Но мы яго заразу не з'едалі. Гэты цукар сыпалі і бераглі, калі хто захварэе, дык уже таму неслі ў больніцу. Словом, падтрымка была ўзаемная. І каб этой падтрымкі не было, Бог знае, ці мы павыжывалі. Про гэта можна было гаварыць только после смерти Сталина. До смерти Сталина при ніякія знаёмствы, при ніякія там гурткі речи не было. Хотелось есці і 12 гадзін рабіць. Ну, можете уявить себе, 12 гадзін. Вот. Дык як прыйдзеш у зону, дык скорей по бригадам эту похлебку свою съести и одну хвилину, каб раскинуть руки, отпочить. Вот такая была. А гэта уже было. Як Сталин помер, ну, тады у нас райское жыццё. Мы пришли с работы, и у нас на столах горы хлеба лежали. Рыбы не было. Хлеб лежал на подносах. Мы брали у волю. Суп нейкі был. Там, ну, уже жыццё было, ну, якое другое.